Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». 15 ноября 1941 года производился испытательный полет самолета П-8. Испытательный полет, который закончился катастрофой в самом начале Великой Отечественной. Спустя 79 лет на Арском кладбище открывают памятник погибшим при крушении П-8. Трагедия произошла осенью 41-го в Чувашии в районе станции Канаш. Причина до сих пор неизвестная. Тогда погибли 4 летчика. До недавнего времени было известно лишь, где похоронен командир экипажа Людвиг Немет. А о захоронении оставшихся 3 героев поисковики обнаружили в этом году. Надо было найти могилы, где же они захоронены, остальные еще 3 человека. Все сводилось к тому, что экипаж хранили вместе, но это надо было доказать. Подтвердить версию, что все захоронения рядом, помогли фотографии. Их сохранил внук погибшего Александра Лапко. Здесь похоронен экипаж и полностью. Эту могилу искали очень долго. Нашли ее буквально года 2 назад. И начали проводить мероприятия, чтобы установить памятную доску или памятник экипажу, чтобы увековечить память наших геройски погибших. В экипаже были и те, кому выжить удалось. Они спаслись на парашюте. Военпред Григоренко дезонтировался буквально вместе с падающими обломками самолета. За теми могилами, которые у нас есть, будут закреплены молодежные объединения. У нас есть акции, где и общественное объединение Отечества, и волонтеры Победы, и юнармия ухаживают за погребениями воинов Великой Отечественной войны. Как говорят поисковики, работа продолжается. К 75-летию Победы вернут из небытия новые имена. Юлия Муратова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.